Фантазия дизайнеров и архитекторов не перестает удивлять. Недавно итальянец Пьер Паоло Лацарини презентовал невероятный проект – плавучий мини-город Пангеос, выполненный в виде огромной черепахи. Масштабы сооружения поражают. Город-черепаха займет 550 метров в длину и 610 метров в ширину. Городское пространство поделят на функциональные зоны. В них можно попасть по воде или воздуху. Небольшой порт, предусмотренный в городе, окружат виллы, а также частные многоквартирные дома. Позаботятся и о досуге. Построят торговые и развлекательные центры, а на крыльях расположатся пляжи. Как будет перемещаться плавучий город? Внутрь черепахи встроят 9 двигателей. Конструкция сможет передвигаться со скоростью примерно 24 км в час. Питание обеспечат черепашьи крылья, собирающие энергию встречных волн, а также многочисленные солнечные панели. Стоимость проекта $8 миллиардов, а на его реализацию потребуется 8 лет. Авто, которое не нужно заправлять, мечта любого автомобилиста. В скором времени, возможно, это станет реальностью. Представляем вам Ториум – автомобиль с атомным двигателем, который может ездить без дозаправки 100 лет. По словам ученых, 8 граммов ядерного топлива хватит на 300 тысяч миль хода автомобиля, а одной фабричной зарядки хватит на весь срок службы. Мощность двигателя ядерного автомобиля может составить 335 лошадиных сил, а вес примерно 225 килограммов, что вполне приемлемо для установки на современные легковые автомобили. Как вы считаете, мы сможем когда-нибудь забыть о заправке авто? Поделитесь своим мнением в комментариях. Идеи плавучих городов давно уже поддерживаются как международными организациями, так и крупными частными компаниями. Очередной вариант города будущего – The Blue Estate – плавучий рай в Карибском море. Размер искусственного острова Blue Estate, который построят из бетонных модулей со сверхвысокими свойствами, составит 1,4 квадратных километра, что равно половине Монако. А как же ураганы и штормы? Разработчики сообщают, что высота конструкции позволит пережить даже самые высокие волны. Плюс ко всему, искусственный остров планируют сделать мобильным. При неблагоприятном прогнозе он сможет уплыть в более безопасное место. Также авторы обещают использование исключительно возобновляемой энергии солнца, воды, ветра и приливов. Новый город будет одним из самых зеленых сообществ мира с прекрасной экологией и чистым морским воздухом. Строительство плавучего города планируется завершить к 2025 году. Если вы считаете, что особое транспортное средство может спасти вас от апокалипсиса, тогда футуристический внедорожник Armour Truck как раз для вас. Armour Truck совсем не уличный автомобиль. Он представляет собой огромного зверя мощностью в 2000 лошадиных сил, который отличается агрессивным внешним дизайном. Он сперва заставит вас вздрогнуть, а потом восхититься. Внедорожник имеет двери по типу крыла чайки, просто безумные шины для бездорожья, ряд светодиодных противотуманных фар на капоте, генератор кислорода и многое другое. По замыслу автора, автомобиль должен быть изготовлен из сверхпрочной стали, титана, кевлара и карбона. Стекла и шины, конечно же, пуленепробиваемые. Интересно и то, что этот концепт полностью готов к реализации. Автомобилем заинтересовался даже сам Илон Маск. Первыми животными, которые совершили орбитальный космический полет, были собаки Белка и Стрелка. Только теперь в космос планируется запускать собак-роботов. Дизайнер Амин Ахши разработал концепт футуристической роботизированной собаки SN3 Nova. Животное предназначено для выполнения сложных процедур на борту космических станций. Предполагается, что робот-собака будет оборудован литий-ионным аккумулятором, трехмерным лазерным сканером и видеокамерой с HDR, что позволит роботу свободно ориентироваться даже в условиях слабой освещенности. Дизайнер предлагает оснастить робота набором полноценных инструментов, расположенных в передней части корпуса. А для точного управления этими инструментами оборудовать устройство продвинутой КМОП-матрицей, которую сейчас используют в фотоаппаратах.